недавно было, которые избили дедушку. В областном совете я представляю свой город Темиртау. Один аким что-то начал делать и уходит, все это забывают. Люблю хейт. У нас нет систематизации в этом плане. Заново надо будет работать именно по внешнему виду водителей. Я родилась в городе Темиртау, я люблю очень этот город. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на площадке 247 Медиа КЗ очередное интервью, подкаст с общественницей, предпринимательницей Асель Юсуповой. Всем привет! Асель ханым, помните, такой есть знаменитый советский фильм, где говорится комсомолка, красавица и спортсменка, да? И можно к вам относиться именно этот термин, потому что вы как предпринимательницы работаете в сфере, как бы мужской сфере, можно сказать, ваша деятельность, и как общественница тоже участвовали в общественной жизни города Темиртау, сейчас в новом созыве в областном общественном совете. Да? Давайте начнем с того, у вас предпринимательские деятельности, чем вы занимаетесь, какие у вас направления и какие планы на будущее? Ну, вообще я в большей степени организатор мероприятий. Угу. У нас есть детское агентство, есть взрослое. Ну ладно, это организационные моменты нормально, а вот транспортом работать... Знаете, сложно в плане водителей. Не всегда они есть, и не всегда есть достойные, хорошие водители. Ну, как бы, если есть хороший водитель, то абсолютно нормально. Уже привыкла. Как бы вопрос водителей для Темиртау тоже очень актуальный вопрос, очень потому актуальный. что... Вот я понимаю наших пассажиров-перевозчиков, да, автобусников. ТТС всегда плакал. В прошлом году, когда ТТС, основные маршруты были в компании ТО ТТС, и им задавали вопрос, почему автобусы не выходят по графику, почему автобусов нет, они всегда сказали, водителей нету. А где они подевались? Куда они подевались? Ну, тяжело работать в автобусе, я так думаю, что это с утра до вечера, плюс общение с людьми и за баранкой, при том, что таки вести большой пассажиропоток там, поэтому я думаю, что должна быть достойная оплата, я не знаю, как ТТС, но должна быть достойная оплата, чтобы туда шли водители. И многие же уходят на рейсы, кто-то сейчас уезжает на вахты, поэтому, мне кажется, особо не востребовано. Поэтому я говорю, настолько я их понимаю, что сейчас эта работа очень востребована. И хороших водителей очень мало, очень мало. В общественном совете вы поднимали разные вопросы. Именно последний один из них я вот вчера заметил по поводу экологии. Ну, у нас для Темиртау это тоже актуальная проблема. И вообще по Карагандинскому... Первоначальная проблема, да, я бы первоначальная. сказала, да. И вчера тоже заметил, вы поднимаете какой вопрос именно по мусору или по предприятию? Нет, вчерашний вопрос. В 2002 году я пришла в общественный совет и как раз подняла этот вопрос. У нас на заводе был недобросовестный один подрядчик, который складировал в Темиртау, выкидывал особо опасные отходы, которые мы обнаружили и предали огласке. Я написала заявление в экологию, в департамент экологии, в прокуратуру. С 2022 года мы поднимаем этот вопрос, но почему-то завод, да, и там сразу меры не были приняты. И этот же подрядчик в 2024 году опять же высыпает отходы уже в 12 местах. Это только зафиксированных, найденных местах. Опять те же отходы уже по Карагандинской области. Поэтому, ну, естественно, у нас город Темиртау, это там, где очень экология страдает. Я ничего не говорю, да, завод это классно, это наши рабочие места, но когда, извините меня, вы гадите сверху, можно сказать, воздух, еще и загрязняете нашу почву, ну, это не совсем хорошо. Вы эти вопросы поднимали, когда были в городском общественном совете, да? И в этом году мы увидели вас в списке областного. Чем планируете заниматься там и какие вопросы будете курировать? В областном совете я представляю свой город Темиртау, свой любимый город. И
я в комиссии по бюджету. Будем рассматривать бюджет области. Я думаю, Мгм. будем это делать внимательно и относиться к этому с полным серьезом, потому что, да, это такая тоже основная. Ну, когда вопрос касается бюджету, хочется, вспоминается слово президента Касым-Жомарта Кемелевича Тукаева затянуть пояса потуже, да? Потому что я тоже в этом году состою в общественном совете города Кстати, да, Темиртау. поздравляю вас с Да. этим. И, как бы уже вникаем на работу, ознакомливаемся документами. У нас острая нехватка бюджета в городе, нехватка бюджета в Карагандинской области в целом. Что надо сделать, какие Ну, экономии, может... затянуть пояса, наверное, это такое более еще на мировом рынке такая ситуация происходит, не Мгм. только у нас в Казахстане, поэтому я надеюсь, что мы это все переживем. Ну, я думаю, что надо на первоначальные вопросы давать. Это сфера ЖКХ, это наши дороги, наши Да. коммуникации, свет, вода, тепло. И вот, как мы видим по последним событиям, очень хотелось бы, чтобы и на молодежную политику тоже были выделены средства именно на патриотическое воспитание молодежи. Как мы видим последние, да, вот эти все происшествия, даже вот с этими детьми в Тимиртау недавно было, которые избили дедушку. Мы видим, что надо нашу молодежь воспитывать. Мы видим, надо уделять ей больше внимания, времени. Мгм. И не так, чтобы на каких-то там одних, да, строилось наше воспитание, да, на одном коллективе, а надо комплексно брать. Школы, прям массово, все школы, университеты. Мы вот недавно проводили с Восточным отделом полиции такую классную тему. Мы писали диктант, всеобщий диктант. Это был колледжи и университеты. Всеобщий диктант на тему о вреде наркотиков. Мы писали в одно и то же время, в одну и ту же минуту мы начали этот диктант. Мгм. И очень классно нас поддержал политехнический колледж. И я думаю, что такие какие-то акции, они не стоят масштабных затрат, но мы должны их делать, проводить. Да, вот и касаемо по воспитанию молодежи, молодежной практики, в прошлом году, когда городу Карагандин исполнилось 90 лет, я как-то познакомился с сортировки с одной женщиной. Она работала в Компанейском детском доме. Сейчас там развалина у него место есть на сортировке. Мгм. Может, видели. Если И честно, нет. изначально вот этот Компанейский детский дом построен в 30-х годов в Мгм. советском периоде. Там начало после Голодомора, начало репрессий, и собирали всех детей беспризорников туда. Это как бы изначально была детской колонией. Там были, Мгм. как бы отбросы общества, можно сказать, да, Мгм. дети-убийцы, дети-воры. Мгм. И все думали, что он так и остается колонией, детской тюрьмой. Мгм. Но педагоги нашли общий язык с детьми, а именно главари вот эти, каждой группировки есть главари, хотя они дети, Мгм. они начали с ним работу. Начали им давать, доверять, начали охранять надо будет склад. Они поставили не из простых активистов, а именно главарей воров. Мгм. И они охраняли. Вот эта методика такая своеобразная была. И когда вот увижу молодежные работы, может, там тоже, потому что именно категория девиантных детей у нас как бы остается всегда на стороне. И у нас в последнее время есть еще термин такой: молодежь категории нет. Они тоже, мы хотя пытаемся их охватить, но они всегда остаются на стороне. И когда им говорит: давайте вы будете волонтерами, они скажут: ты что, лучше мы там погуляем, семечки погрызем или по дворам побегаем. Может, вот найти авторитета среди них, или, может, какое-то Да. социологические исследования в этом плане, потому что это очень остро сейчас в данное время. Вы знаете, вот к этой теме мы недавно открывали проект доверия, начинали, запускали его именно для такой молодежи. Мгм. Немножко он сейчас у нас остановился, но я думаю, что мы сейчас найдем
команду, соберем ее и продолжим этот проект. В чем он заключался? Именно вот этих детей, которые сейчас находятся может, на исключении со школ, которые хотят в комнате ребенка, да, в полиции там Да, да. зарегистрировать. Мы хотим не допускать этого изначально, то есть заниматься с этими детьми, может быть, взять даже какие примеры 2-3 ребенка и показать, как мы можем изменить. Начинается все во многих таких детках, начинается все с семьи. То есть если там у них мы хотели мама, папа, без работы, может быть, пьют, да, мы договорились даже с предприятиями, чтобы устроить родителей на работу. Мы договорились с психологами, чтобы с этими детьми, с родителями прорабатывал психолог. И обязательно найти у этого ребенка какой-то талант. То есть если это ребенок хорошо, допустим, рисует, то отдать его в художественную школу. Если ребенок хорошо поет, то отдать его в музыкальную школу. С нами как раз наш проект, у нас был такой певец здесь, Рома Ким. Он Да, сейчас в да, да. Алмате, у него своя школа, это мой хороший очень друг. И Рома Ким как раз-таки поддержал наш проект и зашел с ним, и он также говорил, без проблем, сели, давайте, находите. Если ребенок поющий, я заберу его, буду с ним заниматься в школе своей лично. Ну, то есть вот так вот он поддерживает наши тимиртауские инициативы. Поэтому, если хотите, мы можем даже, да, вот Да. вы сейчас в общественном совете, у нас есть Арман, да, с депутатством. Можем, конечно, продолжить этот проект доверия. Я думаю, это очень классно и круто. Да, Когда мы будем уже не допускать детей допустим, до исключения. То есть брать их на поруки и уже вести хорошую, нормальную жизнь. да, потому что сейчас общество у нас боятся как бы детей девиантного поведения. Ну, есть дети, которые подчиняются взрослым, подчиняются правилам, ходят тихо, Да. мирно. Есть дети, которые убегают из уроков, есть дети, которые дерутся, и общество у нас как бы не воспринимает их. Мы думаем, что это будущие бандиты, будущие там уголовники, а вообще по социологии, по психологии именно эти дети, если их правильно направить, они Очень могут быть очень успешные, успешными да, людьми, да. целеустремленные, Тоже думаю, успешные да, в люди. этом плане у вас проект хороший, в принципе, можно Да, вот поработать, такой да. проект буквально вот его в том году начали запускать. И, давайте вернемся к работе общественного совета. Вы 3 года отработали в городе Тимиртау. Какие Да. были трудности, какие были хорошие моменты? Ой, знаете, это такие были замечательные, интересные 3 года в моей жизни. Почему? Я родилась в городе Тимиртау, я люблю очень этот город, и работать во благо общества и во благо своего города, это мне вот лично приносит такое удовольствие. И в принципе, знаете, ничего трудного нету. Со всеми можно работать, да, с теми же активом города, активистами, которые, да, бывают много чем недовольными. Тоже с ними можно и найти общий язык, можно с ними работать. Также и с госслужащими. Почему? Потому что общественный совет – это некий мостик, проводник между людьми и госслужащими, да, и акиматом. Но мы должны, конечно, представлять народы людей, интересы людей. Ко мне много очень было обращений, пока за 3 года общественного совета Тимиртау, и сейчас в область перешла. То есть у меня не было передыха какого-то, Да. отдыха. Я сразу с Тимиртауского пришла в областной. Очень много обращений разного характера, начиная от дорог, канализации, экологии, животных, собак и всего прочего, и старых одиноких людей, и таких же вот детей-подростков. Просто обращение уйма. Ну, конечно, мы не боги, мы не можем там с палочкой махнуть и все решить, но по мере возможности, конечно, стараемся помочь. И еще такой вопрос. Как вы относитесь к хейтам? Люблю хейт. Нет, Привыкла к нему. Потому что я вот наблюдаю, как уже журналистом работаю около 10 лет. Мгм. И как бы в парламенте, и в областном маслихате, и в региональном, городском уровне. Основной хейт попадается те, кто работает. Да. Кто показывает в общество, кто видит, кого видит, и всех их хейтит, и они... Потому что их знают, потому Да. что они работают. А есть такие люди, которые в списке есть, но никакие работы незаметные, нигде не были. Они тихо, мирно отслужили свой срок и пошли дальше.
К вам Я тоже много хейтов было, Ой, да? очень много, особенно в том году. Все, когда случай, да, там с той же блогершей был. Да. А, знаете, я нормально отношусь, я привыкла, абсолютно никак не реагирую. Ну, бывает, да, когда я могу ответить на любой хейт, я не даю себя в обиду абсолютно, я всегда отвечу. То есть нету такого, что я сижу там и да, конечно, поливайте меня грязью. Нет, я отвечаю спокойно, свободно, потому что я человек, я мама, я гражданин такой же, и я общественник. Поэтому к этому хейту я отношусь абсолютно нормально. И также я к этим хейтерам тоже могу абсолютно спокойно ответить. Труда не составляет в этом Мгм. плане. На меня даже писали люди и жалобы. Акиму города было такое, да. Ну, заявление, да, там. Ну, я общественник. Ну, На как у меня можно нас... написать 1000 заявлений, мне ничего от этого не будет. Ну, в плане, да, как-то иногда обидно, конечно, хочешь что-то хорошее сделать, ну, что ты делаешь для города, да, а люди как-то наоборот воспринимают это. Планируете ли вы стать депутатом? Ну, как сказать, может быть, когда-нибудь. Я хотела стать, да, потом я переболела этой идеей, уже думаю, что, возможно, в следующем созыве и подамся, а возможно, и не подамся. Не знаю, как по настроению, как у меня пойдет моя общественная деятельность, как вообще в жизни сложится. Мгм. Если, может быть, на то пойдет, и, может быть, и подамся, да. Как относитесь к работе нового созыва именно городского маслихата? У нас как бы уже пару лет работает. А можно Довольны ли? промолчу? Да, нет, я шучу. Так, ну, городской созыв. Потому что Очень это много как бы, интересных ребят. да, это новый созыв, и она как бы после реформы, да. Раньше как бы у нас было от партии шли, а сейчас люди сами себя Самовыдвиженцы. самовыдвиженцы. Очень, да, очень интересный созыв. Многие даже удивили. Очень интересные персонажи. Нурхан такой тоже очень удивил. Он очень красиво зашел, мощно, можно сказать. Очень интересные ребята. Тот же Арман наш Абулхасымов, Нурхан. Кто там у нас еще с М, депутатов? Ну, очень много интересных ребят. Новые лица, Отношусь я, да. да, я со всеми в хороших отношениях, с каждым депутатом, каждого знаю. Очень мне нравится Нурпеисов, Куандык, очень грамотный депутат, очень умный, он предприниматель. Вообще в депутаты, наверное, уже должны идти, они, наверное, сами уже поняли, что должны идти предприниматели, Мгм. предприниматели и люди, у которых очень много времени, да, именно на общественную жизнь, должны встречаться. И, наверное, не я должна оценивать, наверное, должны их оценивать их жители, их округов. Да. Потому что я так думаю, что если депутат, он пошел, он должен понимать, куда он шел. Он должен встречаться хотя бы раз в квартал, раз в месяц с жителями своего округа. И тогда они уже должны дать оценку. Может, если тут есть, пускай под комментариями напишут каждого своего депутата и дадут своему депутату оценку. Мгм. Мы в 22 году, в 23 году уже в общественном совете в Тимиртау мы решили тоже разделиться по округам, чтобы было легче работать. У меня был округ Правый берег и Актау. Ну, такой достаточно, я скажу, что и для депутатов этого округа, сейчас на них тоже много хейта Да-да. идет. Там Максим Александрович, Алексей Борисович, да. А, Даже и для меня это очень тяжелый округ, уйма, масса нерешенных проблем до их прихода, та же канализация, дороги, освещение. Но я сейчас смотрю, что это все вот именно какие-то большие дела, они уже сделаны. То есть проведен газ, проложена канализация, осталось только в принципе, остались дороги, да, сейчас идет тоже такой небольшой, там у них кипиш, я так поняла, по этим дорогам. Но я думаю, это временно, сейчас это все тоже все сделается. Сейчас грязь, да, у меня родители в поселке живут, и у них там сейчас тоже между дворов такая Да. грязь. Она и везде, и у меня там тоже, я в своем доме, она сейчас везде, эта грязь, от нее никуда не уйти, но это такое явление природное уже, от этого никуда не уйти, да.
И последний вопрос, наверное. Я впервые приехал в Темиртау в 2005 году. Потом уже в 2011 году закончил школу в Каркарелинске, Мгм. вернулся сюда. И мои друзья тоже с разных городов приезжают в Темиртау, и они восхищались. Город красивый, уютный, какой-то Да, маленький, теплый. уютный город, К ага. сожалению, в данное время у меня друзья приходят, некоторые даже ужасаются, да, состоянием города. Как-то такого мы дошли. Ну, как вы уже А, давно занимаетесь да, общественной работой. родилась здесь, да, действительно, Тимиртау, он всегда был красивый город. Хочется, конечно, у нас есть большой металлургический комбинат, чтобы мы жили, наверное, как такой небольшой городок в Дубаях, да, Да, потому что мы сюда, каждый человек из нас принимает около 1200, по-моему, тонн отходов на себя. Это один человек принимает только. И, конечно, хочется, чтобы у нас люди жили, и детям было куда сходить. Но у нас же 30 лет или сколько Советского Союза, времен Советского Союза не менялась тепломагистраль. А, То есть мы начали в Темиртау сейчас это все менять, это все копать. Естественно, это все раскопали, поменяли, и город, ну, сказать, не в лучшем виде, да. да, сейчас. И люди приезжают, и когда приезжают, допустим, да, мне тоже вот приезжали с Павлодара, говорят: а что у вас тут? Ну, в тот же там такси едем, он с Павлодара говорит: ой-ой-ой. Я ему объясняю, да, ну, вы не ужасайтесь, потому что вот здесь это проспект Металлургов, тут будет сейчас капитальный ремонт. Почему? Потому что тут делали тепломагистраль. Я думаю, что это не только у нас в городе, это сейчас идет по всему Казахстану, это все сейчас меняется. И сейчас после замены, я думаю, что должны привести все в порядок. Ну, смотря, Поэтому да, как смотрит, да. Если человек хочет увидеть разруху, разруху, а если да, хочет увидеть строительство нового чего-то, да-да-да. да, вот. То есть, как сказать, ам, оно же должно быть и снаружи, и изнутри все в порядке. Сейчас Мгм. мы наводим именно внутреннюю часть города. То есть мы сейчас должны порядок там навести. Потому что если у тебя будет красиво в городе, но у тебя не будет воды элементарно, да, или там Да. будут постоянно рваться трубы, не будет света, естественно, ну, а зачем эта красота нужна? То есть мы должны сначала внутрянку в порядок привести, а потом уже наружка это легко и просто. Там много ума не надо, чтобы сделать. Я Мгм. думаю, что в этом году, может, максимум в следующем, наш город будет такой же красивый. Единственное, да, вот сейчас вопросы по трамваям стоят, Да. но я тоже думаю, что в ближайшее время они пройдут. Они действительно, кстати, очень красивые. Ну, сейчас, которые ходят у нас, да, у нас по Казахстану только у нас красивый трамвай, по-моему. Павлодар. Нет, которые новые привезли. В Павлодаре, да, там они систематично все сохранили, все красиво едут, а у нас, как бы, мы чуть не потеряли. Мы чуть не Сейчас потеряли. новые Я больше вагоны скажу, привезли. я отстаивала эти трамваи и помогала работникам трампарка. И мы писали обращение нашему президенту. В общем, отстояли трамваи. Главное, чтобы теперь, да, их в должном виде, и чтобы они шли и Мгм. работали, конечно. У нас с сегодняшнего дня, ну, с 1 числа апреля, поднимается проезд общественных транспортах по городу Темиртау 100 тенге в карточке Унгай, 200 тенге с наличкой. И Мгм. как общественник, как относитесь к этому? Ну, про насчет поднятия, да, наверное, наличные 200 тенге, конечно, для меня лично многовато. Но если транспорт будет соответствовать, да, там регламенту по времени, если он будет всегда чистый, ухоженный, я думаю, почему это, наверное, делают для того, чтобы уже люди переходили на систему онлайн полностью, поэтому наличный он такой М, дорогой, можно Да. сказать, по городу проезд. Да, 200 тенге- это дорого. Если смотреть, допустим, что я могу вызвать "Яндекс" и доехать, допустим, с одного места до второго места, ну, там за 350 тенге, грубо говоря, то 200 тенге, да. Но если, еще раз повторюсь, наши,
пассажироперевозчики будут сохранять, конечно, внешний вид автобуса, чистоту. а, И самое главное, это по времени вовремя приходить, то думаю, что это нормально, потому что почему? Допустим, в Караганде автобус делает 2-3 остановки. То есть человек, он платит, я не знаю, сколько там пресс, 150 или сколько-то за Ну, 100 одну, тенге и тоже. он не может, многие не могут доехать с одной остановки до второй остановки, они еще едут с пересадками, то есть у них уходит 300-400 тенге. То у нас ты садишься с одной стороны, ты доезжаешь до конца, куда тебе надо. Поэтому, ну, в принципе, 150 полна– это нормально. Ну, еще раз говорю, но пассажироперевозчики тоже должны, конечно, быть а, ответственными в этом плане, что содержать свои автобусы и, самое главное, регламент времени. Да. Еще вот аким города Галым Абыханович на заседании штаба тоже требовал, ну, или рекомендовал, как можно правильно сказать, чтобы водители тоже были желательны в введением в форме, опрятном. И мне вот вспоминается, когда он был до этого Первый акимом раз, города, да, он да, так и делал. он это как бы добивался до Он этого. внедрил это, между Да. прочим. А потом, Было- когда другие акимы приехали, мы все это про это забыли. Забыли, да. Ну, бывает И такое, он да. сейчас требует. И у нас, смотрю, вообще в целом в стране такое. Один аким что-то начал делать и уходит, все это забывают. А как бы акимат, он же госструктура. У нас как бы нет ду- систематизации Да. в этом плане. У них вообще было бы классно, да, если один аким пришел, систематизировал работу акимата, да, Мгм. и следующий каждый аким приходил и дальше продолжал Да, вот да, это, да. по этой системе работать. Тогда, мне кажется, был бы порядок. Но у нас, видите, немножко по-другому. У нас приходит одна власть, она работает так, вторая, она приходит так. То есть нету систематизации. Если бы Да. это было бы замечательно. Вот, допустим, если Галым Биханыч, да, ну, допустим, как на примере, он бы пришел, систематизировал работу, и когда когда-нибудь, допустим, в каком-нибудь будущем Да. пришел другой аким и продолжал бы работать по его уже налаженной системной работе, да, по какому-то одному плану, то есть тогда уже мы бы уже прям видели работу акимов. Ну, потому что сейчас, получается, заново надо будет работать Заново. именно по внешнему виду водителей. Ну, я Столько работы думаю, были для сделано. него это не проблема. Ну, Думаю, всё равно, что вот в каком году он был, я не В помню, да, 19-м, в 19-м или по-моему. начало, да. Да. Тогда он быстро это сделал. И действительно, кстати, очень хорошее решение. Приходили, в автобус заходишь, и очень интересно. Водители такие в галстучках сидели, по-моему, кто-то в зеленых, какой-то в автопарк красных. И вот это Да, было тоже прям сейчас приятно. этот вопрос обсуждается, но типа водители тоже, они как бы белым не может, там, потому что Знаете, техника и почему? какую-то форму может Да, придумать. это да, тяжело в белом. Это, Да. я еще раз говорю, тяжелая работа водительская с нашим, ну, то есть с нашими дорогами, да, и с нашими воздухом, да. Мгм. То есть это белое, естественно, да, водителю надо каждый раз стирать эту рубашку. Водителю, там, я не скажу, что это госслужащий, у которого Да, 10 да. рубашек там висят, да. Ну да, я думаю, что можно не белую, но какую-то, допустим, единую форму автопарку пошить на своих Мгм. водителей. Может быть, где-то так. Ну, какую-нибудь темно-синюю, там, может, какой-то жакет или что-то в этом плане. Было бы красиво. Почему нет? Это, я думаю, от этого хуже не станет. Главное, чтобы они по расписанию приезжали на свои остановки. Да, И ну, не главный вот разговаривали по вопрос, да. телефону. Тоже большой очень порок у водителей есть, когда они вот разговаривают по телефону. Кстати, не только у водителей автобусов вызываешь индрайвера, вот, и едет индрайвер, ну, тоже таксист, да, грубо Мгм. говоря, и он едет и ищет следующий заказ. То есть я постоянно делаю замечания, на дорогу не смотрит вообще абсолютно. Поэтому у нас и в основном, мне кажется, из-за таких вот водителей и происходят аварии. Асель Ханым, вам огромная благодарность за то, что выделили нам время, ответили на вопросы заданные. Ну, в дальнейшем, думаю, будем работать вместе. Обязательно И надо. это не последний наш интервью. Думаю, еще будет у нас на разные интересные тематики. Будем вместе обсуждать. Если у наших зрителей тоже будут какие-то вопросы, какие-то предложения, можете писать в комментариях. И в следующих этапах мы это тоже рассмотрим.
Обязательно. Всё. Всем хорошего вечера. Спасибо вам за приглашение. И хочу пожелать, чтобы роста в общественном совете, чтобы вы представляли интересы наших граждан. И очень рада, что такие классные ребята зашли в наш новый состав общественного совета города Темиртау. Спасибо.